В память о моем дедушке посвящается. Добрый день! Данную партию мне помог восстановить и разобрать Даниил Дубов, российский гроссмейстер, чемпион мира 2018 года и просто замечательный человек. Внимание! Данное видео не относится к основной тематике канала, посвященному изучению английского или якутского языков. Однако я хотел бы поделиться с вами интересной информацией, которая, на мой взгляд, имеет отношение к нашему семейному наследию. Афанасий Афанасьевич Данилов, доктор физико-математических наук, против Анатолия Евгеньевича Карпова, пикового международного гроссмейстера. Поединок прошел в 1976 году в столице Якутск, республики Саха-Якутия, в атмосферном зале, где царила напряженная тишина, прерываемая лишь шорохом фигур о доску. Началось все с классического начала. Карпов, опытный мастер, выбрал славянскую защиту. С каждым ходом дистанция между ними сокращалась, и казалось, что оба игрока были погружены в глубокие размышления. Данилов Афанасий с 9-го хода захватил преимущество в партии и, казалось бы, начал зажимать в тиски Анатолия Карпова. Кульминацией же в партии стал один критический момент. А кто воспользовался ошибкой соперника, принял решение пожертвовать ферзя ради долгожданной атаки на царя, и кто в итоге довел партию до блестящей победы, оставив всех присутствующих в полном восторге и восхищении. Вы узнаете, посмотрев видео до конца. Итак, поехали. Ага. Так, значит, великая партия Карпов-Данилов. D4, D5, C4, C6 было. Конь C3, конь F6. Конь F3, E6, E3. Конь D7. Слон D3, DC, слон C4, B5. Слон D3, Карпов пошел, B4, конь E4, C5. Кстати, интересно, я не знаю, мне нет сил подробно анализировать, но выглядит интересно. Конь F6, GF было, да, слон E4, вроде бы 8. Теперь я не знаю, может D5 надо было, но я не проверял, по крайней мере, сам. Это так, скорее, мое неэкспертное мнение. Рокировку Карпов сделал. Сюда, слон D6, да, DC, конь D5. Да, теперь был слон C6 шаг, видимо, король E7. Пошел конь D4. Черные пошли, видимо, я не знаю, ферзь B6 или ферзь C7. Но, видимо, на C7, как я понимаю, дальнейший текст. Этот пошел, значит, слон F3, Карпов слон D7. H3, висел на H2, ладья G8. Да, теперь грозит E5, слон бьет H3, король H1 он ушел. Ферзь C8, да, снова грозит E5, слон бьет H4. Ну хорошо, черный играет, в принципе, переиграли уже. Конь E2 было. Слон B5. Да, и здесь вот первое, что было, мне кажется, неправильно восстановлено, что, судя по всему, он пошел слон D2 здесь. Конь D3. Да, ладья B1 зачастили на B2, конь E5 напали на этого. Слон H5, ферзь B7. Напали на мат на G2, ладья G1. Конь D3. Ферзь F1, ферзь D5. Напали на H5 на A2. Да, ну Карпов слона не зевнул, слон F3, ферзь A2. Но зато зевнул ладью, потому что тут, видимо, пошел конь D4, как я понимаю. И зевнул ферзь бьет B1. Да, и это ход под бой, но на ферзь бьет B1, конь бьет F2 мат, потому что поле H2 слон контролирует. Ну и лишняя ладья, в принципе, партия закончилась, по большому счету. Дальше было, ну, пошел ферзь E2, ушел из-под размена ферзей. Ферзь бьет B2, черные побили. Конь B5. Да, ну теперь можно было и ладья B5, но еще лучше пешку черные забрали, еще лучше пошли ферзь F2. Единственный ход ладья бьет B5. У черных там лишнее качество, примерно миллион пешек и лучше фигуры. Поэтому, да, ладья D1, видимо, было ферзь E5. G4, Карпов пошел ладья C8. Слон E1, A5 и белые сдались, но тоже совсем безнадежно. Вот такая партия, кстати, очень хорошая. Рад за вашего дедушку. Или как другого вашего родственника, я очень уставший, по-моему, дедушку. Реально красивая партия, рад, если помог. Все, спасибо. А теперь представляю вашему вниманию то же самое видео, только с большой доской. А в конце обязательно посмотрите биографию моего великого дедушки ученого. Пускай. Ага. Так, значит, великая партия Карпов-Данилов. D4, D5, C4, C6 было. Конь C3, конь F6.
конь f3, e6, e3, конь d7, слон d3, dc, слон c4, b5, слон d3, Карпов ушел, b4, конь e4, c5. Кстати, интересно, я не знаю, мне нет сил подробно анализировать, но выглядит интересно. Конь f6, gf было, да, слон e4, ладья b8. Теперь я не знаю, может d5 надо было, но я не проверял, по крайней мере, сам. Это так скорее мое неэкспертное мнение. Блокировку Карпов сделал. Сюда, слон d6, да, dc, конь d5. Да, теперь было слон c6 шах, видимо, король e7. Он пошел конь d4. Черные пришли, видимо, я не знаю, ферзь b6 или ферзь c7. Но, видимо, на c7, как я понимаю, дальнейший текст. Этот пошел, значит, слон f3, Карпов слон d7, h3, висел на h2, ладья g8. Да, теперь грозит e5, слон бьет h3, король h1 он ушел. Ферзь c8, да, снова грозит e5, слон бьет h3. Ну, хорошо, черные играют, в принципе, мы переиграли уже. Конь e2 было. Слон b5. Да, и здесь вот первое, что было, мне кажется, неправильно восстановлено, что, судя по всему, он пошел слон d2 здесь. Конь d3. Да, ладья b1 защитили на b2, конь e5 напали на этого. Слон h5, ферзь b7. Напали на мат на g2, ладья g1. Конь d3. Ферзь f1, ферзь d5. Напали на h5, на a2. Да, ну Карпов слона не зевнул, слон f3, ферзь a2. Но зато зевнул ладью, потому что тут, видимо, пошел конь d4, как я понимаю. И зевнул ферзь бьет b1. Да, и это ход под бой, но на ферзь бьет b1, конь бьет f2 мат. Тоже поле h2 слон контролирует. Ну и лишняя ладья, в принципе, партия закончилась, по большому счету. Дальше было, ну, он пошел ферзь e2, ушел из-под размена ферзей. Ферзь бьет b2, черные побили. Конь b5. Да, ну теперь можно было и ладья b5, но еще лучше пешку черные забрали, еще лучше пошли ферзь f2. Единственный ход ладья бьет b5. У черных там лишнее качество, примерно миллион пешек и лучше фигуры. Поэтому, да, ладья d1, видимо, было ферзь e5. g4, Карпов пошел ладья c8. Слон e1, a5, и белые сдались, ну тоже совсем безнадежно. Вот такая партия, кстати, очень хорошая. Рад за вашего дедушку. Или как другого вашего родственника. Я очень уставший, по-моему, дедушку. Реально красивая партия. Рад, если помог. Все, спасибо. Карпов писал о том, что в Якутии играют нисколько не хуже, чем в Европе. И эту мысль он проводил красной нитью буквально в нескольких газетах и журналах. То есть устроил нам своего рода publicity. Мы разыграли славянскую защиту. Он играл белыми, я черными. И в какой-то момент я сделал не теоретический ход. Это сыграло свою роль. Он попал в неизвестную позицию, а у сеансера времени мало. Партия протекала весьма остро и сложно. В дебюте мне удалось создать угрозы королю, и в какой-то момент он не смог защититься. Ему некогда было расстраиваться, подал руку в знак поражения и пошел дальше. Данилов Афанасий Афанасьевич родился 8 октября 1922 года. На 89-м году жизни, 24 октября 2011 года, он умер. Известный ученый в области солнечно-земной физики, первый организатор научных исследований переменного магнитного поля Земли, доктор физико-математических наук. Более полувека, с 1956 по 2011 годы, проработал в Институте космофизических исследований и астрономии имени Ю.Г. Шафера СОРАН, ИКФИА СОРАН. Основная область научных интересов – это природа геомагнитных вариаций, физика взаимодействия солнечного ветра и магнитосферы, структура межпланетного магнитного поля ММП. Он является автором более 150 научных работ, в том числе одной монографии. В течение более 40 лет являлся членом ученого совета института. Под его руководством модернизирована магнитная обсерватория в Якутске, которая в 70-х годах была отмечена в числе 5 лучших обсерваторий СССР. Он активно занимался подготовкой научных кадров. Под его руководством 3 сотрудника защитили кандидатские диссертации. Данилов Афанасий Афанасьевич 3 раза становился чемпионом ЯССР и 2 раза чемпионом города Якутска по шахматам.
Афанасий Афанасьевич Данилов был награжден правительственными медалями за доблестный труд в годы Отечественной войны, за доблестный труд, во знаменование столетия со дня рождения Ленина, во знаменование 50-летия победы над фашистской Германией и удостоен почетного звания «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН», «Заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия». Данилов Афанасий Афанасьевич работал до последних дней своей жизни.